Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 23 декабря. Это у нас с вами вторник. Смотрим мы на колоде пасьянс. Почему? Потому что у нас с вами день обещает быть позитивным, классным. Сейчас я прикрою дамочку, чтобы YouTube не возмущался. Идет он у нас под арканом звезда. Это значит, что день обещает нам легкость, романтичность, исполнение желаний. Это могут быть какие-то инсайты в этот день. Очень часто Вселенная подает нам какие-то знаки, когда у нас идет аркан звезда. Поэтому присматривайтесь, прислушивайтесь. Чудеса могут происходить уже по звезде. Да, вот какие-то такие вещи, которые чаще всего не происходят в жизни. В общем, вот такой у нас будет с вами классный день. Поэтому давайте посмотрим на пасьянсе. Я не думаю, что там особо какие-то плохие события будут. И классно, если будет совпадать. Допустим, здесь есть у меня цветочек в этой колоде. Цветочек – это исполнение желаний. И звезда – это исполнение желаний. Вот если будет совпадать, то прям такое, знаете, будет бинго. Ну, посмотрим, кому из знаков повезет, кому выпадет. 23 декабря, Овны, вторник, события дня. Смотрим. Сразу же нерешенный вопрос. Да, вопросы решаться будут сложно, потому что этот день, он больше предназначен для романтики, чувств, для мечтаний, надежд. Видите, надежды. В этот день можно рассчитывать только на надежду. Поэтому дела лучше не планировать во вторник. Подарки. Тоже, да, это про звезду. Подарочки, свидания, эмоции, это да. Корона. Ну, вот может быть общение с каким-то важным человеком, но вопрос не решается. Удача, подкова. Везет. Ну, везет больше в любви. Да, вот видите, сказала, и сердце выпало. Везет в любви, а не в делах в этот день. Так, а ну подождите, что у меня тут как-то я так неправильно сделала, что сильно у меня сдвинуто. Давайте сейчас чуть-чуть, чтобы было лучше видно. Угу. Так, хорошо. Проверяем, конечно же, еще горизонталь, вертикаль. Яблоко нельзя. Здесь нет. Получается, в этот день у вас нерешенный вопрос. Надежда. Ну, вопрос не решается, но надежда есть, что решится, допустим, там позже. Дальше подарки, удача, любовь и общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Вот такой вот день, ничего плохого. Ну, какой-то вопрос там не решился, ну, ничего страшного, надо решиться в другой день. Благодарю за внимание. Мы переходим с вами к тельцам. Тельцы. Складываем. И смотрим, что у тельцов. 23 декабря. Тельцы. Так, дерево, угу. Сердце, два кольца, шарики, змею нельзя, цыпленок,
Бокал нельзя. Угу. Деньги. Так, ну здесь не вижу. Значит, смотрите, у вас классные события выпали на вторник. Первое приглашение показывает, что вас могут куда-то позвать, пригласить. И хорошие новости рядом. Хорошие новости, приглашения, общение с друзьями. Может быть какая-то тайная встреча, посиделки. Дальше семейная жизнь, семья, общение с детьми. Может быть там друзья, дети, все вместе. И финансовые поступления. Мешок с деньгами. Ой, этот сундук. Финансы, именно доход. Сундук показывает доход, когда деньги приходят, а не уходят. Так что шикарный день. Хорошие новости, время, проведенное с друзьями, деньги. Все супер. Хорошо, смотрим дальше, что у близнецов. Как у них пройдет этот день. Так, близнецы. 23 декабря. Угу. Цыпленок. Будильник. Подкова. Колодец. Домик нельзя. Здесь нет, нет, нет. Ага, есть еще маска. Обман есть. Есть победа. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, у вас из хороших событий общение с семьей, с детьми, забота о ком-то может быть, удача, вам повезет. Причем будет вести, время выпадает рядом. Время, допустим, если вы где-то куда-то опаздываете, то благодаря удаче так все будет складываться, обстоятельства, что вы должны успеть, что этого опоздания может и не быть. Дальше победа в делах может быть в этот день. И два предупреждения. Обман и разочарование. В этот день тоже маска показывает, что кто-то вас может обмануть, прикидываться другим человеком. Так что для вас, видите, есть предупреждение. Надо. А может, кстати, это можете быть и вы. Иногда, ну, хотя тогда разочарование, непонятно почему, выпало ваше же разочарование. Нет, скорее, наверное, вас обманут. Ну, либо, допустим, если это вы обманываете, да, вот ради победы, там, что-то надо сделать, да, там, схитрить ради победы. Но тогда разочарование будет касаться чего-то другого. Может быть так. В общем, вот такие события для вас на вторник. Смотрим дальше. Раки. Раки. 23 декабря. Угу.
Первое череп, событие. Якорь. Угу. Ну, кстати, хорошее сочетание. Если вы, допустим, занимаетесь лечением, здоровье, точка, хорошие новости. Да, якорь — это поставить точку, закончить лечение, например, закончить какие-то процедуры. Бабочка. Лавровый венок. Угу. Деловой разговор, прибыль. Новости. Новости, информация об успехе тоже может, когда они так рядышком выпадают, одно событие могут показывать. Угу. Разговор, видите. Пустые разговоры, болтовня. Деловой разговор, ну, пустой. Чемодан нельзя. Здесь нет, нет, нет. И здесь нет. Значит, смотрим. Первая тема — это тема здоровья. Во вторник будет отыгрываться. Дальше что-то закончите, доделаете, поставите точку, якорь. Дальше будут хорошие новости, будет успех в делах, деловой разговор, прибыль, пустые разговоры с кем-то, общение, болтовня и какая-то новость, которая может вас там удивить, шокировать и так далее. Как гром среди ясного неба. Эта информация. Поэтому так. Может быть, это вот как раз информация о каком-то успехе. Вы не ждали, не планировали, да, тут раз. И такая хорошая информация. Ну, в общем, вот такой вот день для вас. В принципе, очень много хороших событий. Благодарю за внимание и переходим мы к львам. Львы, 23 декабря. Декабря, львы. Угу. Змея. Первое событие. Подсвечник. Бокал. Весы. Дерево, подарок. У вас прям несколько событий указывают, наверное, на одно. Приглашение, застолье, подарок. Рядом весы. Может быть, будете думать, идти, не идти. Так, смотрим здесь. Ожидание. Корабль еще выпал. Ожидание. Значит, колодец нельзя соединить. Лебедь. И здесь нет. Первое событие выпала змея. Показывает, что будет общение с человеком, у которого длинный язык.
в этот день. Но опять же, вы можете, допустим, с ним там не спорить и не ругаться, а просто вместе быть на застолье, как вариант. Кто-то там из вашего окружения, но с таким характером. Дальше, значит, застолье, приглашение, подарки, надежда на этот день, сложный выбор, долгое ожидание, может быть, в этот день, и гармоничные отношения в паре. Лебедь. Ну, либо если пары нет, то есть вероятность познакомиться, допустим, в этот день и создать пару. Так что все события хорошие. Ну, под вопросом только змея, да, как она проиграется. Будет она в вашу сторону яд пускать или не будет. Все остальные события хорошие. Так. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Смотрим. Девы. 23 декабря. События дня Девы. Череп. Мечи. Может быть спор и скандал по поводу здоровья, либо после скандала может быть ухудшение самочувствия. Нерешенный вопрос. Ну, что-то у вас как-то тут не весело. Вроде как звезда. Еще есть молния. Информация о том, что вопрос не решен. Так, здесь нет, нет. Нет, нет, нет. И здесь тоже не вижу. Ну, вот такой вот денек, понимаете? Не очень. Хотя, казалось бы, должно быть все чудесно. Опять же, да, вот имея аркан звезды, может быть такое, что весь этот негатив, он может смягчаться и каким-то образом чудесным разрешаться. Значит, что выпало? Выпал скандал, ссора, выяснение отношений. Опять же, вы можете быть свидетелем скандала. Дальше выпала тема здоровья на вторник, череп, болезнь. Выпал нерешенный вопрос, об этом я говорила в начале видео, что вопросы во вторник решаться не будут, потому что этот день он предназначен для любви, романтики, мечтаний там, и так далее. Поэтому если вы планируете, там, не знаю, с кем-то выяснять отношения, решать какие-то вопросы, то это все как бы будет плохо заканчиваться. И также вам выпала еще какая-то информация, новость придет, и она вас может очень сильно удивить, мягко говоря. Ну вот такой вот день. Девы, к сожалению, тут ничего такого прям радостного и веселенького не выпало. Благодарю за внимание и переходим дальше к весам. Сейчас посмотрим, что у весов выпадет. Весы. 23 декабря. События дня весы. Угу. Бабочка.
Ну что ж, никому этот цветочек не выпадет. Вы уже были близки, он вот по диагонали выпал. Так, к сожалению, колодец тут есть. Ну, не балуют событиями. И горизонталь, вертикаль тоже не вижу. Я всего 2 события нашла. Но если вдруг вы что-то где-то увидели, может быть, пропустила я. Бывает такое, не вижу. А тут в этом пассиансе удобно, что все, в принципе, события подписаны. Да и иногда по картинке достаточно на картинку посмотреть, все становится понятно. Значит, что вам выпало? Вам выпала бабочка. Это деловой разговор, общение, встреча какая-то. Даже не встреча, нет. Это может быть общение по телефону, либо переписка. Встреча обычно показывает свиток, а вот как раз именно бабочка это больше разговоры. И разочарование, печаль, тоска, колодец, да, какие-то очень глубокие негативные эмоции вы можете проживать. Опять же, с чем это будет связано с этим разговором, не будет непонятно. Но вот в этот день могут быть у вас такие переживания. Ну, 2 события, больше ничего не показали. Благодарю за внимание, весы, и переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 23 декабря. События дня, скорпиончики. Угу. Первое событие лебеди, это хорошо. У нас как раз день предназначенный для любви, отношений, романтики, деньги. Цветочек тоже не... Из-за, получается, лебедя не получился цветочек. Метла. Угу. Колокольчик. И есть еще флаг. Угу. И есть печаль. И есть еще маска. Обман. Ну, возможно, вот это одна история, 3 карты. И здесь нет. Значит, смотрите, что хорошо. Хорошо то, что в отношениях будет любовь, романтика, верность, взаимность. Лебедь. Дальше из хорошего могут быть какие-то победы, успехи в делах, пустые разговоры с кем-то. Деньги, ну тут скорее расходы, покупки по деньгам. И предупреждение. Может быть небольшая ссора, споры, разочарование и обман. Маска. Вот эти 3 карты предупреждения. Может быть откроется обман, и из этого будет разочарование и ссора, как вариант. Ну, вот может быть. Так что, скорпиончики, могут быть сорваны маски во вторник. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Стрельцы. 23 декабря. События дня, стрельцы.
Угу. Первое событие подкола. Бабочка. Метла. Весы. Цепь. Сердце. Угу. К сожалению, мечи. Есть у вас тут и метла, и мечи выпало. Так, давайте пробежимся, посмотрим здесь. Подарок есть. Разговоры о подарке. А, еще вот есть домик. Домик. Ссора в доме. Так, значит, разбираемся, смотрим, что выпало. Выпали и хорошие события, и не очень. По очереди. Значит, первое выпала удача. В целом день должен для вас быть удачным. Все должно складываться хорошо. Поэтому я думаю, что даже если будут и ссоры, то, возможно, вы быстро помиритесь. В общем, день должен, все должно быть хорошо, удачно. Дальше может быть деловой разговор, подарки, события в семье, дома, ссора, конфликт, выбор, сложный выбор. Два варианта, сомнения. Возможно, еще конфликт по поводу какого-то выбора. Допустим, есть два разных мнения, у вас там одно, в семье у кого-то другое. Да, вот как бы конфликт связан с выбором. Дальше общение с друзьями в этот день и нерешенный вопрос. Так что, видите, тут намешано и хорошее, и плохое. Из негативного, что нужно постараться, да, вот как бы избежать, это конфликт, ссора. И, ну, нерешенный вопрос тут уже как бы это может даже не от вас зависеть. Но, в принципе, я в начале видео говорила, и очень многим знаком выпала цепь, что во вторник вопросы будут вообще очень туго решаться. Потому что День звезды, он предназначен для отношений, любви, романтики. Для того, чтобы там отдыхать, реализовывать свои какие-то мечты, желания, но не работать. Поэтому, видите, тут в этот день дела идут очень так с натяжкой. И конфликты еще могут возникать, потому что тут, скажем так, идет стык разных желаний. Да, вот есть твое желание и мое желание, каждый свое отстаивает, и это может приводить к конфликтам. Так что такая вот информация для вас. Благодарю за внимание, переходим к козерожкам. Козероги. Это что такое? Не хотят складываться. Козероги, 23 декабря. События дня, козерожки. Так, козероги, поехали, смотрим вторник. Угу. Роза, прекрасно. Хорошо, для этого дня это идеально. Маска. Ну, только если это какое-то свидание, знаете, такое тематическое, тогда маска это хорошо. Сердце. Ой, рыба. Ну, скорее всего, что тут речь идет не о тематическом свидании. Если рыба еще выпала. Сердце нельзя. Успех.
И победа. Интересно, вам выпал и успех, и победа выпала в делах. Хотя в этот день обычно как-то... О, и вот наконец-то я его дождалась. Цветочек. Вы первый знак из всех, кому выпал этот цветочек. Он просто очень коннектится с картой звезды. Да, потому что звезда — это исполнение желания, и цветок — это тоже исполнение желаний. Так, череп. Конверт не могу соединить. Замок не могу, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Первая сразу же выпала. Приятная встреча, свидание. Роза выпала. Дальше общение с друзьями. Дальше обман, хитрость, скользкое дело. Поэтому вот это предупреждение для вас. В этот день кто-то будет вокруг вас там крутиться, юлиться, понимаете. Поэтому надо быть осторожными. Какие-то мошенники, аферисты, рыба и обман, маска. То есть человек одевает на себя маску и пытается загнать вас в какую-то ловушку, поэтому будьте начеку. Дальше у вас идет успех в работе, в делах и победа в этот день. Идет застолье и исполнение желания. Желание точно какое-то исполнится, потому что еще и сама звезда выпала, ну как бы день звезды, поэтому с цветочком это как бы умножить на 2, да, грубо говоря, в 2 раза больше вероятность. И тема здоровья. Ну, опять же, вечером, если выпадает, ну, имею в виду не вечером, когда в последнем ряду выпадает череп, он может просто указывать на усталость. На то, что, допустим, у вас нет сил, хочется полежать, там, или голова начала болеть. Это может быть от такого насыщенного дня, смотрите, тут и застолья, и какие-то и встречи, и успехи в делах, и обман может быть, и встречи с друзьями. Поэтому, да, день очень насыщенный у вас событиями. Ну вот. Такая информация. Самое главное предупреждение, моя задача предупреждения, да, для вас оставить, это вот постараться избежать обмана. Может быть, по звезде кто-то вам будет там рассказывать, да, про какие-то золотые горы. Вот как бы, возможно, вам не стоит на это вестись. Потому что там это все какие-то россказни. Благодарю за внимание и смотрим дальше Водолеев. Водолеи, 23 декабря. Угу. Мешок с деньгами, первое событие. Череп. Возможно, расходы на здоровье. Нерешенный вопрос, опять же. Как всем знакам говорила и вам повторяю, что во вторник вопросы будут решаться очень-очень сложно. Там только у нескольких знаков выпало, по-моему, 2 знака всего, что как бы в делах все ок. У большинства нет. Не идут дела. Сердце. Так. Вроде бы не вижу. Такое ощущение, что тут что-то есть. Но это может быть у меня вот это ощущение из-за этого сундука. Дерево. Ну, может быть, дерево. Чуть ниже было, а мне казалось, что вот тут. Ножницы. Ага, решение вопроса. Значит, все-таки вы у нас попали в ту банду везунчиков, у кого дела решаются. Здесь нельзя. Угу. Бокал. Нет. Цыпленка нельзя соединить. И здесь нет. Значит, смотрите, рассказываю. Что повыпадало? Во вторник вы будете заниматься здоровьем. Вон еще якорь есть. Будете заниматься здоровьем, скорее всего. Дальше могут быть расходы в этот день. Мешок с деньгами, но это чаще траты.
Дальше неприятность, остановка, произойдет какая-то неприятность, пауза, остановка, точка, может быть, по якорю, задержки, зависание и так далее. В общем, неприятность, нерешенный вопрос. И вот смотрите, скорее всего, что какой-то вопрос затормаживается, приостанавливается неприятность, но потом, скорее всего, во второй половине дня выпали ножницы, а ножницы – это решение этого вопроса. Вот то, что не мог решиться, он решается, но, скорее всего, во второй половине дня, поэтому по якорю как бы с задержкой немножко. Но решается, видите? То есть чудесным образом по звезде все разрешилось все-таки для вас. Дальше будет общение с друзьями, будут посиделки, застолья, приглашения. Ну, тоже может быть одно событие. Друзья, приглашение, застолья, общение со змеей и ножницы решения. Просто, да, я вам сказала, это сюда, скорее всего, относится. Так что в целом у вас, в целом все должно быть хорошо. Несмотря на эту неприятность, оно там все должно как бы разрешиться. Может быть, там во второй половине ближе там, к обеду и так далее. Такая вот информация для вас. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. «23 декабря». 23 декабря. События дня рыбы. Вторник, рыбы, события дня. Покажите мне. Первое событие — машина. Замок. Сундук. Хорошо. Дерево. Ну, здесь как бы не вижу. Выпадает, избивает меня, видите? По диагонали, по диагонали. Вроде бы нет. И горизонталь, вертикаль тоже не вижу. Значит, смотрите, 4 события я нашла для вас. Первое событие — дорога, поездка, может быть, во вторник. Либо, например, разговоры о дороге, обсуждение о дороге. То есть не всегда это сама поездка. Может открыться какая-то информация тайна. Будут финансовые поступления по сундучку и будет приглашение куда-то. Так что у вас все события хорошие выпали. Плохого ничего не выпало. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.